Погромче сделаем. Погромче звук. Вот так вот. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые родители. Присутствуют сегодня на нашем семинаре. Все, кто смогли зарегистрироваться и выйти на встречу с нами. Мне хочется узнать, обратную связь получить. Напишите, пожалуйста, слышно ли, видно ли нас, потому что мы переживаем за качество связи. Но хотелось бы, чтобы сразу было понятно, все ли у нас получилось. Если можно, напишите, видно ли нас, слышно ли нас. Так, сейчас ждем минуточку. Ну, я думаю, что пока девушки пишут, наверное, все-таки, да, задержка в трансляции, задержка. Видно и слышно. Спасибо большое. Спасибо, Маргарита. Спасибо, Ирина. Спасибо большое. Итак, мы начинаем сегодня наш семинар. Тема нашего семинара очень актуальна. Обучение игре дошкольников с нарушениями развития. Это такая важная тема, о которой необходимо, конечно же, знать родителям детей, которые воспитывают детей, любых детей, здоровых, успешно развивающихся деток, и также детей, которые имеют какие-либо нарушения, отклонения в своем развитии, нарушения своего здоровья. Потому что то, о чем мы будем сегодня говорить, может быть, где-то мы слышали, знаем с вами все педагоги, но недостаточно понимаем всю ответственность, которая лежит на нас, на взрослых, и всю ту важность происходящего. Мы будем говорить об игре. Ну, мы все знаем, что это важный и самый главный вид деятельности дошкольника, но то, как это все-таки сказывается на всем дальнейшем развитии ребенка, на всех этапах его жизни, на созревании важных вещей в самом начале, мы вот сегодня немножко ваше внимание обострим и таким образом сможем понять, как нам действовать и что для этого нужно делать, какие-то первые шаги наши и для успешного развития ребенка. И сегодня с вами... Я не представилась, да, сегодня с вами Евдокимова Марина Владимировна, учитель-дефектолог детского сада номер 18 города Воркуты, и моя коллега Виктория Викторовна Ушанова, учитель-логопед. Пожалуйста, Виктория Викторовна, начинайте. Итак, период дошкольного детства уникален тем, что именно в этом возрасте ребенок впитывает информацию как губка, получает первичные представления об окружающем мире, о своем месте в нем. Одной из важнейших форм познавательной активности, все мы это знаем, для дошкольника является игра. В современном мире встал вопрос о необходимости обучения игре. Долгое время считалось, что ребенок начинает играть сам по себе, и вмешательство взрослых здесь совершенно не требуется. Оказалось, что это далеко не так. Очень часто мы встречаем детей, как раз не умеющих играть ни самостоятельно, ни в паре, ни со взрослыми. Да? Родители и воспитатели жалуются на то, что дорогие игрушки быстро надоедают малышам, а они не знают, как и чем себя занять. Почему так происходит? Почему дети не играют? Давайте поразмышляем. Итак, возможно, изменилась социальная среда. Ребенка больше и чаще опекают, не давая проявлять собственную инициативу и самостоятельность. Некомпетентность родителей в выборе игрового материала в соответствии с возрастом, интересом и возможностями ребенка. То есть родители, возможно, приобретают игровой материал, не соответствующий психологическим особенностям их ребенка. В погоне за модными тенденциями, ориентируясь на рекламу, родители излишне много покупают игрушек, формируя у ребенка некую ненасытность. Потребительский интерес. То есть ребенок старается, хочет все больше, больше и больше, при этом со старыми игрушками играть отказывается. Не развивает сюжет, не умеет взаимодействовать с этими игрушками. В нашем недалеком прошлом дети обучались играм не совсем сами. В так называемых дворовых сообществах они учились или у своих братьев и сестер. Создавали и придумывали игры вместе. Дети разного возраста играли в парках и на площадках все вместе. Младшие перенимали игровые моменты у старших. На сегодняшний день мы можем констатировать, что изменилась социальная среда. Исчезли дворовые сообщества, где ребенок учился играть и впитывал все новые и новые умения.
семьи стали более замкнутыми. Ну, согласитесь, вы же не часто приглашаете гостей со своими, с детьми, с ровесниками, да? Не часто встречаемся мы где-то на нейтральной территории, чтобы дети могли пообщаться, поиграть, перенять какой-то опыт. Кроме того, появилась новая игровая реальность в виде компьютерных игр. И хотим мы этого или нет, а все-таки придется с ней считаться, с этой новой реальностью. Да, Виктория Викторовна, совершенно верно. Получаем как бы ребенка в том понятии, в котором игра была у нас, в нашем детстве, и тем более в детстве наших родителей, когда дети общались больше, появляются всяческие последствия. То есть, например, неумение ребенка играть может обернуться жадностью, агрессивностью, плаксивостью, такими вот проявлениями. Ну а причинами такого поведения является отсутствие коммуникативных навыков и неумение взаимодействовать. Ну, представьте, например, ребенок 3 года своей жизни жил в уюте, в комфорте дома. Да? Его окружало множество игрушек. Он с ними делать все, что его душе угодно. Ни с кем ему не нужно было делиться. Это его пространство, это его имущество. И спустя 3 года семья определяет необходимость как бы ребенка записывать в детский сад. И вот он приходит в коллектив. Попадает, где находится еще человек 20 таких же карапузов детей. И тут-то возникают конфликтные ситуации для него. Оказывается, что не только он хочет играть с этой вот конкретной игрушкой, с куклой, с машиной, с конструктором, а еще там и другие желающие находятся. И чтобы заполучить эту игрушку, ребенку приходится прибегать к таким методам, как крик, плач, агрессия даже, например, отняв игрушку у другого ребенка, если он соизмерил свою силу, свои физические возможности, либо где-то видел такой образец. И все это происходит не потому, что ребенок плохой, невоспитанный, агрессивный, а просто потому, что он по-другому не умеет. Он не знает, что можно играть с игрушкой вдвоем, втроем, вместе, и что играть вместе намного интереснее даже, чем одному, что в общении оказывается больше плюсов. Ну и, конечно, подрастая, если ребенок сталкивается с коллективом чуть старшим, более старшем возрасте, то в школе эти проблемы, связанные с игрой дошкольников, они еще больше обостряются. Само собой такое не проходит. Не умеющие играть дети не знают, чем занять себя, например, в школе на переменах. Ну что им остается? Драться, дотолкаться, а потом, естественно, получают нагоняя от учителей, от родителей, от сверстников, от старшеклассников. И почему же так происходит? Да просто они не знают тех игр, которых знали мы, в которые играли мы с вами в нашем детстве. Ну, психологические исследования показали, что игровая деятельность не возникает стихийно, а она складывается под руководством взрослых, в совместной игре с ними. И первоначально мотивы игры зарождаются у ребенка не сами по себе. Их опять-таки предлагает взрослый, который и создает обстановку игры. Ребенок учится замещать один предмет другим или обозначать его словом, называя себя, опять же, именем какого-либо персонажа, изображать его только после показа взрослого. Ребенку нужен образец, ему нужны условия. Мы все знаем, да, что все начинается от среды, от окружающих условий, которые мы с вами можем создать для детей. Основываясь на предметной деятельности раннего возраста, игра как таковая появляется только к 3 годам и качественно меняется к концу дошкольного возраста. То есть в 3 года ребенок начинает осознанные действия с предметами, с игровым материалом, и к концу дошкольного возраста, к школьному возрасту у него созревает и качественно меняется вся эта деятельность. Трехлетки же, играя рядом, играют каждый сам по себе. Этот период мы, как знаем, да, педагоги все знаем, называется игра рядом. Роль взрослого в это время научить ребенка не просто играть, а любить играть и уметь играть с другими детьми. А мама или воспитатель показывает только, как надо играть, и искренне помогают.
ребенку играть, окрашивая свои действия положительными эмоциями. Это очень-очень важно. Ну и, конечно, игровая деятельность, правильно организованная взрослым, способствует эффективному получению информации и навыков детьми, мотивирует их на самостоятельное исследование, облегчает социализацию обучающихся в детском коллективе. К сожалению, не у всех детей игровые навыки формируются одинаково успешно. Например, детям с УВЗ необходимы специально организованные занятия по обучению игре. Мы предлагаем посмотреть вам видеоролик, отражающий специфику этой работы. Сейчас мы его включим. Вам желаем приятного просмотра. Встретимся после ролика. Да, убираем наш звук. Дошкольное детство – это главный и самый ответственный этап, когда закладываются основы личностного развития. Это период, когда ребенок начинает осознавать себя и свое место в этом мире, когда он учится общаться, взаимодействовать с другими детьми, осознавать себя и свое место в этом мире, когда он учится общаться, взаимодействовать с другими детьми и со взрослыми. Однако этапы становления детской личности не у всех детей формируются одинаково, а иногда не формируются вообще. Детской личности не у всех детей формируются одинаково, а иногда не формируются вообще без специальной помощи взрослого. Это характерно для детей с интеллектуальными нарушениями. Достаточный уровень игры является первым и самым главным показателем, имеющимся одинаково, а иногда не формируется вообще без специальной помощи взрослого. Это характерно для детей с интеллектуальными нарушениями. Достаточный уровень игры является первым и самым главным показателем имеющихся отклонений у ребенка. Но игра также является той платформой, на которой наиболее эффективно выстраивается вся система коррекционной работы. В сенсорных играх развивается восприятие ребенка, тактильные ощущения, слуховые, зрительные, вкусовые и температурные впечатления. Дидактические игры развивают память, внимание, мышление, моторику. В словесных играх развиваются коммуникативные навыки, речь, воображение. Подвижные игры способствуют развитию координации движения, реакции. Игры драматизации развивают выразительность речи, мимики и жестов, формируют социальные навыки. Музыкальные игры развивают слух, чувство ритма, дарят заряд эмоций и снимают напряжение. У детей, имеющих нарушение развития, игровая деятельность может формироваться с отставанием на несколько лет, поэтому коррекционная работа ориентирована не на возраст ребенка, а на его возможности и умения в данный момент. Большое значение имеют правильно организованные занятия по обучению игре. Развитие игры идет от ее индивидуальных форм к совместным и имеет свои этапы. На ознакомительном этапе предметной игровой деятельности действия с игрушками носят манипуляторный характер. На отобразительном этапе дети усваивают способы действия с разными предметами, связанными с их физическими свойствами. Сюжетно-отобразительный этап игры позволяет передавать в игре не только отдельные действия, но и элементы поведения тех лиц, которые совершали эти действия в жизни. Ролевая игра. Дети отображают, моделируют знакомые им социальные отношения. Большое значение имеют игры режиссерского типа, в которых отображаются взаимоотношения людей. Начинать обучение игре нужно с самого малого, с привлечения внимания и интереса ребенка к игрушке и ее свойствам. Возникает необходимость перевода ребенка с ознакомительного этапа, когда механические манипуляции с игрушками, зачастую бесцельные, могут и оставаться таковыми, на следующий этап – отобразительный. Важным моментом в данной работе является привлечение внимания детей к взрослому. Для этого используется линейная посадка детей. В ритуалах приветствия и прощания необходим яркий эмоциональный фон.
выразительность голоса, простота и доступность речи. На этом этапе эффективны подвижные игры по сигналу, элементарные музыкально-ритмические игры. Задача педагога и родителя – вызвать у ребенка подражание действиям «стучим», «катим», «льем», «бросаем». Параллельно учим детей замечать друг друга в игре, соотносить свои действия с действиями другого ребенка. В ритуалах приветствия и прощания используется круговая посадка детей и действия, побуждающие к общению. Усложняются игры по сигналу, появляются игры с правилами, добавляются атрибуты и элементы сюжета. Постепенно вовлекая детей в совместную игру, мы формируем более глубокий сюжет. Появляется роль в действии. Дети подражают взрослым в простых бытовых сценах. Ты свою куколку корми, свою, у тебя тоже есть. Кушай кашу. Кашу. Кушай разную кашу, да? Куклы мочалкой моем лицо. Моем лицо. Сначала формируем действия с игрушками, похожие на реальные практические действия с предметами. Важно вовлечь ребенка с УВЗ в суть игры, потому что обычно он предпочитает быть рядом, а не участвовать в процессе. Постепенно усложняя игру, учим детей выполнять несколько взаимосвязанных действий, выстраивая сюжетную линию. Вот. Бери. Солим, Димочка. Опа, кастрюльку кидай. Молодец. Еще. А может, кидай. Опа. При этом важно расширять кругозор и развивать воображение, погружая детей в простые литературные сюжеты, используя технологию интерактивного театра. За мной по пятам и просят меня. Прокати, капитан! Прокати, капитан! Поворачивая. На этом этапе начинаем внедрять элементы игры драматизации. Когда дети научились играть по подражанию, учим их планировать игру, выстраивая визуальную последовательность событий. Постепенно сокращая визуальную поддержку, переходим на словесное обсуждение и обыгрывание сюжетов из ближайшего социума. Спасибо, внучок. Катюш, говори спасибо, внучок. И отправились они домой. Идите вместе. Ой, какие молодцы. Расширяя социальный горизонт детей, вводим игры по ознакомлению с профессиями взрослых. На этом этапе необходимо сформировать более глубокий сюжет, расширить ролевой компонент, а потом соединить это воедино и ввести сюжетно-ролевую игру. Все. Денег 20 рубля с вас. Очень часто дети с нарушениями в развитии самостоятельно не могут перейти к сюжетно-ролевым играм. Их игра остается сюжетной. Поэтому для помощи в развитии сюжета необходимо участие взрослого. В дальнейшем проигранные и усвоенные сюжеты объединяются в общий игровой замысел. Роль педагога уходит на второй план. Формирование навыков сюжетно-ролевой игры у дошкольников с ОВЗ является необходимым условием готовности детей к жизни в социуме.
В игре происходит формирование всех сторон личности ребенка. Принятие на себя различных ролей, воссоздание поступков людей способствует проникновению в их чувства и цели, сопереживанию им, что в конечном итоге способствует развитию социальных эмоций. Могли просмотреть видеоролик, в котором мы достаточно подробно показали этапы формирования игры у детей с особыми образовательными потребностями. Вы смогли увидеть детей с расстройствами аутистического спектра, с синдромом Дауна, с интеллектуальными нарушениями. Но это не значит, что детям с обычным, со здоровыми детьми, да, не надо проводить те же этапы игры, не показали, да? Но наши занятия имели ряд некоторых особенностей. Данные занятия мы проводим уже второй год, называются они по обучению игре, и являются они интегрированными, так как в этих занятиях включены и дыхательные мероприятия, и артикуляционные гимнастики, и труд, и музыкальные игры, да, то есть это очень разносторонние и разноплановые занятия, поэтому они получили название интегрированных. Но общая их цель – это, конечно, научить ребенка играть, научить взаимодействовать, вступать в контакт со сверстником, со взрослым. Достаточно тяжело дается детям, особенно с аутистическими чертами, да. Занятия проводились в разновозрастной компенсирующей группе 2 раза в неделю. Длительность каждого занятия 20-30 минут. Конечно, это немножко превышает стандарты санпинов, но совершенно не влияет на детскую сосредоточенность, на внимательность, да, потому что дети не утомляются, они постоянно в игре, они переключаются с одной деятельности на другую, и поэтому занятия очень динамичны, интересны и насыщены, да. Вы, наверное, уже заметили, что они 2 ведущими специалистами группы, это Марина Владимировна, дефектологом, и мной, Викторией Викторовной, учителем-логопедом. Для чего это было сделано? Дети с тяжелыми нарушениями развития. На некоторых слайдах вы смогли увидеть помощь родителей на занятиях и помощь воспитателей. В занятиях не хватает, и поэтому мы вынуждены действовать сообща, что каждому ребенку был максимально организован индивидуальный подход, чтобы каждый ребенок смог ощутить себя на занятии значимым и востребованным, и получил те навыки и умения, которые преследуют цель определенного занятия. Да, потому что ребенку каждому нужно включиться в процесс, а для того, чтобы помочь ребенку включиться в деятельность, необходимо оказать ему определенную помощь, вот, и сделать это должен взрослый, конечно, либо родитель присутствующий. И вот постепенно мы с вами перешли к тем методам и приемам взаимодействия с ребенком. Ну, давайте пока с ограниченными возможностями здоровья, хотя все эти методы и приемы очень эффективно используются и с детьми, обычно развивающимися, да? Итак, к традиционным методам относятся, все мы, конечно, это знаем, словесные, наглядные и практические. Словесные методы – это инструкции, к наглядным это показы там разноуровневые, да? К специальным коррекционным приемам относятся дробная инструкция. Что это такое? Это когда нам, казалось бы, простую инструкцию мы еще делим на составные части. То есть, например, ребенку сказали: возьми куклу и положи ее спать, или положи спать куклу, да? А ребенок не знает, что для этого надо. Ее сначала взять, потом раздеть,
потом положить в кроватку, потом накрыть одеялом и в конце игры покачать. Вот это и есть дробная инструкция, когда мы каждый пункт, маленькая инструкция, разделяем на подпункты, Маленькие шаги. маленькие шаги. Пошаговый контроль, следующий прием. Что это значит? Что ребенок действительно взял эту игрушку, что он в другом месте, не в кровати. Это такое тоже бывает, да? Следующий прием – это образец. Конечно, он очень часто... Это тот уровень, на который должен ребенок ориентироваться, да? Мы показываем, что делать и как делать. Так вот, образец тоже бывает разным. Мы можем показать весь курс, все игровое действие полностью, а можем показать его частями. Вот сейчас берем куклу, раз, взяли все вместе, сейчас ее одежду, сняли одежду, сейчас положим ее в кроватку и так далее. Следующее, синхронные действия. Синхронные действия – это как раз когда мы показываем образец, и дети вместе с нами выполняют эти действия. Синхронно называется, да? Сопряженные действия. Это также одновременное выполнение действий, упражнений, да, каких-то слов, может быть, повторений, да, только еще мы и помогаем им в это время физически, да, сопряженно делаем, то есть можем взять рука в руку, помочь как-то сориентироваться в пространстве ребенку, то есть сопряженно выполняем. И синхронные действия – это когда мы смотрим, ребенок смотрит на нас, а сопряженные – это когда мы стоим сзади и им помогаем управлять, сопряженно допустим, выполнение хлопков руками, каких-то движений во время логарифмических упражнений. Таким образом, сопряженные действия. Совместные действия также относятся к специальным коррекционным приемам. Тоже ребенок, все они очень похожи, синхронные, сопряженные, совместные, но некоторые отличия у них все-таки тоже присутствуют. Следующий прием – это похвала, авансирование личности. Каждый ребенок, независимо от того, СОВЗ он или обычно развивающийся, любит, когда его хвалят. И никогда не будет лишним сказать ему доброе слово, авансируя его личность. Даже если у ребенка не получается что-то, а вы ему сказали: ой, какой молодец, как красиво получилось, он уже будет рад, он уже будет делать и стремиться к выполнению какого-то задания. Стараемся обесценивать неудачи. Когда у ребенка не получается, он прекрасно это видит и понимает даже, может быть, да, что у него что-то не получается, начинает плакать, капризничать, мы сразу говорим, что это, в общем-то, все у тебя получилось, зачем ты плачешь, смотри, как хорошо у тебя, накрыл куколку. Не расстроить, да. Следующий прием – это перевод задания на наглядный уровень. Что это такое? Сначала мы все показываем и выполняем синхронные действия, сопряженные действия, да? А затем мы смотрим, запоминаем и только потом идем и выполняем. Возможно, этот образец уже картинный материал, возможно, это будет показано на интерактивной доске, да, какие-то вещи, мультимедийные, включаются видео, просмотры, например, подвижных игр, как мы будем выполнять, да, и только потом ребенок начинает это выполнять, то есть он запомнил, вот, посмотрел и сделал сам. Очень хорошо работает жестовая инструкция. Жестовая инструкция не заменяет речь, но она сопровождает речь, может сопровождать ее и помогает детям сориентироваться. Например, мы идем направо, мы показываем жестом, мы идем налево, ребенок понимает, куда идти и связывает слово с жестом. Дай мне игрушку, ребенок понимает, что надо дать эту игрушку. Если мы просто его попросим, он может не всегда даже выполнить эту же инструкцию. Да? Потом, если ребенок выполняет неправильно, и мы говорим: нет, что ты делаешь?
А жестовая речь гораздо ярче и доступнее для ребенка покажет: нет, 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 давай по-другому и так далее. Или да, 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 ты молодец, и показываем ему знак, что действительно он делает все правильно. То есть жестовые инструкции тоже очень хорошо стимулируют ребенка к действиям. Они ему показывают, что действительно это то, что он правильно делает и делает нужно, да? Да-да-да, это ребенку получается в помощь. Я сейчас немножечко остановлюсь поподробнее, ну не поподробнее, мы просто сейчас проиллюстрируем то, о чем говорила Виктория Викторовна. Вот образец в том числе, да, образец может быть разный в виде действий, но здесь вот в подготовительной группе выполняют ребята задания по образцу, они раскрашивают кружочки, и они смотрят на образец, который представил педагог, да, вот так как прием. Ну, то, что я сейчас говорю и показываю, конечно, больше, наверное, необходимо узнать родителям, возможно, для кого-то это впервые, мы расшифровываем такие педагогические нюансы, но педагогам тоже будет как бы интересно повторить, да. Вот, значит, дальше перевод на наглядный уровень, да, например, вот когда мы показываем жесты, вот здесь несколько кадров, сразу 4 фотографии здесь и вот в нижнем, да, в правом нижнем углу сопряженные действия, то есть Виктория Викторовна оказывает помощь в выполнении, я показываю, синхронно дети выполняют. То есть 2 педагога, когда это действительно очень замечательно. Охват более полный, охват детей, да. Да, то есть посильную помощь может оказать педагог любому ребенку. Кто-то взял его руками, выполняет, кто-то достаточно показать какое-то движение. Вот в верхнем правом углу это совместные действия с ребенком. И левым, да. И вот образец уже, допустим, позиция артикуляционной гимнастики в левом нижнем углу. Виктория Викторовна показывает артикуляционную гимнастику, детки смотрят, выполняют. Отметим здесь, что артикуляционную гимнастику выполняют с использованием как раз жестовых инструкций. Я показываю, куда смотреть, как двигать языком или артикуляционным аппаратом, да, частями артикуляционного аппарата. Как произносить правильно звуки, согласные, слова. даже вот, да, активная буква Б, как взрыв. Это тоже жестом мы сопровождаем Б. Когда и дети хорошо ориентируются, начинают повторять. Развивается речевое общение на фоне жестовых инструкций. Так, дальше идем. Ну вот. Мамочки наши дорогие, и есть занятия в подгруппе, где дети самостоятельные, которые больше как бы развиты, что ли, у них более успешно протекает картина их развития. Вот. И вот в данный момент мамы как раз, видите, они включены все в работу и выполняют как раз такую помощь прямую, да, сопряженные действия. То есть рука в руке, они действия ребенка помогают ему. Моем куклу купаем, здесь выполняем какие-то упражнения в кругу. Вот, это, значит, мамочки учатся у нас, мамина школа так называемая. Также хороши разные виды помощи, да? Мы уже сказали, что это прямая помощь, прием рука в руке, организующая помощь и стимулирующая помощь. Здесь вот все виды видеороликов могли посмотреть, и организующую, и стимулирующую, и прямую. Больше всего прямая, да, наверное? Прямая помощь, да, она, конечно, очень актуальна, потому что необходимо, если этого не сделать, ребенок просто не включится в процесс. Мы таким образом сосредотачиваем его немножечко, обращаем внимание на происходящее, потому что поверхностное, скользящее внимание, оно часто бывает при аутизме, при тяжелых интеллектуальных нарушениях, к сожалению, при дефиците внимания, конечно. Поэтому это все делать просто необходимо. И вот представьте себе, если бы был педагог один на этом занятии в малой подгруппе, это невозможно. Мы еще и воспитателей к себе приглашаем. На данном слайде совместные действия игровые. То есть мы все вместе накрываем на стол, конструируем там мебель детскую.
Дальше здесь что у нас? Сенсорные игры, да, тоже включены в реестр наших игр, да, в наши занятия, потому что они как раз очень хорошо стимулируют познавательный интерес. Они чувства развивают ребенка, ощущение тепла, холода, сенсорные ощущения развивают, и они обязательно, их присутствие на занятиях, особенно с детьми с ОВЗ. Сенсорные игры – это очень необходимый материал, на котором можно базироваться и на котором можно выстраивать целые занятия. Да, такая платформа. Платформа, да. Так, ну вот здесь мы занимаемся письмом, да, что-то мы там, штриховка или какие-то упражнения в тетради, это подготовительная группа, и вот тоже ребенку необходимо иногда при ориентировке в клеточке помочь просто. Помочь, сосредоточить его внимание, выполнить, потому что все по-разному переживают свои неудачи, кто-то рыдает и отказывается дальше работать, если что-то получилось не так. Конечно, рука в руке наши. Напоминаю, что занятия у нас интегрированные были, поэтому обучение игре плавно может перейти либо в лепку, либо в аппликацию и наоборот. Да? Поэтому мы используем интегрированные занятия. Так, ну и вот какие же особенности еще имеют наши специально организованные вот эти вот занятия, наша работа. Специально подобранное рассаживание детей, да, как в ролике вы уже слышали, видели, это линейная посадка, круговая посадка детей. Сейчас в данный момент мы работаем в паре, дети учатся работать в паре, то есть это рассаживание напротив, да, двумя линиями за столами, либо просто на стульчиках, либо на полу. Детки садятся напротив друга и пробуют взаимодействовать. То есть рассаживание специальное – это тот замысел, который мы с Викторией Викторовной тоже планируем в зависимости от того этапа, на котором находятся сейчас дети, преодолели они, выучили ли его, идем ли мы дальше. Дальше обязательно использование в занятии ритуалов приветствия и прощания. Для чего это нужно? Ритуал приветствия и прощания – это те рамки, те границы, которые без объяснений ребенок усваивает, понимая себя. Вот начинаем мы что-то там делать с тетями, и вот оно закончилось. И когда это происходит от раза к разу, эти границы формируют у ребенка именно, они как организующий момент такой. И ведь дальше что у нас? Ну, конечно, хочется и желаем всем дальше школа. А это звонок с урока, и это начало урока, это тоже определенные рамки рабочего времени и расслабления игры. Поэтому обязательно ограничиваем себя, как бы делаем такие вот ритуалы. Да. Обязательно систематически дыхательные, артикуляционные, пальчиковые и логарифмические упражнения. То есть эти все вещи, не все вместе, а, допустим, сегодня это то, завтра то-то, то-то, мы обязательно включаем, потому что занятие должно быть насыщенным, наполненным. И так как дети достаточно тяжелы в своем развитии, и не все они могут осознать, понять, то им нужно максимально много разной деятельности дать в течение занятия, чтобы ребенок, ну это как гимнастика такая, происходит. Чтобы переключался, сосредотачивал внимание с одного вида деятельности на другой. Не уставал. Да, и в том числе развивались эти все навыки дыхательные, артикуляционные, пальчиковые. Это самая основа, да, это база. База, на чем будет базироваться дальнейшее развитие ребенка. Да. Дальше. Осуществление пошагового контроля. Как уже говорила Виктория Викторовна, при выполнении заданий ребенком оказываем дозированную помощь, оказываем индивидуальную коррекционно-образовательную нагрузку по интенсивности, по сложности учебного материала. У всех все индивидуально. Кто-то собирает картинку из 2 частей, кто-то из 4. И это касается всего. Кто-то укладывает куклу, да, а кто-то уже выполняет цепочку действий. Например, покормил куклу, уложил спать, спел колыбельную песенку. Да. А кто-то просто заинтересовался. А кто-то подержал хотя бы куклу на руках. Да. Сосредоточился на ней, и это уже достижение. Ребенок заметил игрушку, обратил внимание. Такое бывает при аутизме, при тяжелых формах развития. Так, стоит отметить еще, что наши занятия очень простимулировали родителей, с которыми мы занимались, да, и они отмечают эффект от занятий именно по обучению игре. Дети получают функциональные навыки, то есть они после наших занятий, дети с расстройством, например, аутистического спектра, учатся расчесываться, хотя до этого не давали себя вообще заплетать, учатся держать ложку, жевать кашу, кормить и себя, и куклу, и людей окружающих, то есть приобретают функциональные навыки, а это очень большой шаг в развитии ребенка с ОВЗ. Да, вот я сейчас немножко остановлюсь еще. Вот Виктория Викторовна сказала расчесываться. Мы просто по стихотворениям Агнии Барто, по маленьким вот этим из цикла «Игрушки», изучали маленькие стихи. Конечно, мы это все обыгрывали, каждое занятие было посвящено, и не одно занятие было посвящено изучению определенного стихотворения.
И когда мы учили «Я люблю свою лошадку», у нас была красивая лошадка, и мы расчесывали ее расческой. Каждый ребенок это делал сам отдельно, каждый. И вот ребенок с аутизмом, который давала девочка дотронуться до своей головы, отказывалась расчесываться и не любила эту процедуру, она стала расчесываться дома, расчесывать все вокруг, что видит. С этого момента у нее косички, бантики, вот понимаете, вдруг произошло такое чудо. Мы ведь тоже на это не рассчитывали с Викторией Викторовной, а куда выше, что называется, та или иная работа, и каждый, безусловно, возьмет для себя что-то свое. Вот этим оно ценно, поэтому наполняем, максимально насыщаем каждое занятие всяческими действиями, и в любом случае это откликнется добром. Ну вот мы говорили уже о смене деятельности во избежание переутомления, усиливаем мотивацию в ходе занятий, эмоциональную переключаемость даем, конечно, обесценивание неудачи, и создаем ситуацию успеха каждому ребенку. Широкая палитра игровой деятельности. То есть сенсорные игры обязательно, развиваем восприятие, тактильные ощущения, слуховые, зрительные, вкусовые, температурные. Дидактические игры, развиваем память, внимание, мышление, моторику. Словесные игры, развиваем коммуникативные навыки, воображение, речь. В подвижных играх развиваем координацию движений, реакции. Игры драматизации развивают выразительность речи, мимики, жестов, формируют социальные навыки взаимодействия. И, конечно, музыкальные, мои любимые игры, развивают слух, чувство ритма, дарят заряд эмоций, снимают напряжение. Вот у меня музыкальное образование, и так замечательно, что в той группе, в которой мы работаем с Викторией Викторовной, реализуем нашу данную программу авторскую, есть фортепиано. Это замечательное наше чудо спасения, спасательный такой круг, потому что мы при помощи инструмента живой музыки можем в любой момент переключить как бы детей с какой-то негативной эмоцией, потому что живем в Заполярье, погода нестабильна, и часто бурги, морозы, очень дети метеозависимы, и это все отрицательно сказывается на их фоне, на самочувствие, в общем, да, на продуктивности, деятельности. Да. И вот сажусь за инструмент, начинаю играть мелодию для какой-то музыкальной игры, для релаксации, для дыхательных движений, просто для брождения или лежания, и происходит чудо, успокаиваются, гармонизуются все процессы у детей. Они прямо, ну, такие миленькие все становятся, поэтому... Общий фон стабилизируется, Да. занятие приобретает новый смысл, новое направление, и какие-то вещи агрессивные снимаются у детей. Поэтому, если есть возможность, используйте музыкальные включения, да, особенно Моцарта, Вивальди, да, наверное. Моцарт, вот мы любим соната до мажор, мы включаем в фортепианном или инструментальном исполнении. Очень нравится Сен-Санс, Лебедь в скрипичном, ну, инструментальном исполнении. Замечательно, просто волшебство происходит, если вот какой-то момент напряженный. Также рекомендуем включать эти произведения, когда ваши дети выполняют какие-то не только релаксационные, да, упражнения, но и когда просто рисуют, просто творчеством занимаются, потому что в этот момент они как будто вдыхается новая жизнь, воображение включается, творчество улучшается. Поэтому мы очень рекомендуем вам использовать фоном такие музыкальные произведения. Да. Классическую музыку. Прямо вот происходит чудо. Такая прямо тишина, и все, как бы, знаете, созерцание начинается вот такое, у таких сложных, тяжелых детей. Вот, немножко пройдемся по структуре, примерной структуре нашего занятия. Закрепим ее, да? Да, закрепим. Это обязательно вводная часть, вот как я говорила, ритуалы, да. Мы создаем благоприятный настрой на дальнейшую работу, выполняем кинезиологические упражнения, все гимнастики, активизируем работу мозга в начале деятельности. И, конечно, это происходит небольшое введение в тему занятия, то есть мы настраиваемся на работу, что же будем делать мы сегодня. С детьми проводятся игры, дальше основная часть, с природным материалом, с бросовым материалом, бумагой, тканью, игры на сенсорное развитие, двигательные, с предметами, орудиями и образными игрушками, конструктивные игры, театрализованные, музыкальные. Это вот основная часть нашего действия, нашего занятия. Вот. И итоговая часть, конечно, в итоге мы должны закрепить эмоциональное, положительное вот это вот отношение, да, это релаксационные упражнения и ритуалы прощания с группой. Ну и вот, конечно, подводя итог нашему всему вышесказанному, сегодня хочется сказать, что все родители сегодня, как мы все видим, понимаем, озабочены ранним развитием ребенка. Почти что с пеленок вводят его в развивающие студии, многочисленные кружки и секции. Ребенка учат буквам, как только начинает он ходить, либо раньше. Стремление вырастить из ребенка гения приводит к обесцениванию обычной, простой детской игры. Она кажется, к сожалению, родителям пустой тратой времени. На самом же деле, если ребенка не обучать
игре, то она так и останется на уровне предметной деятельности. А причина будет в том, что его просто никто не научил играть. Уважаемые родители, уважаемые коллеги, пожалуйста, играйте с детьми и развивайтесь. Все в наших руках. Это основная мысль нашего сегодняшнего с вами семинара. Мы подходим к концу, да? Если есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, их в чате. Мы с удовольствием на них ответим. Да, пожалуйста, задавайте вопросы, обращайтесь, пишите. Мы с Викторией Викторовной являемся консультантами Республиканского консультационного центра. Если по данной теме или вообще какие-то вопросы у вас тоже будут дальнейшие возникать, вы можете через сайт КРИРО, через консультационный получить консультацию нашу. Пожалуйста, мы всегда... Так, и если вы не успели просмотреть наш видеоролик или вас он заинтересовал, и вы хотите пересмотреть его еще раз, то он будет на сайте КРИРО, в видеозале. Да, буквально через пару дней обычно всегда выкладывается видеотрансляция в видеозале. Вы увидите это. Там можно найти по теме нашего семинара и просмотреть еще раз, получить эту запись. Я так понимаю. Все понятно? Спасибо, все понятно, да? Ну, вопросов больше нет, поэтому мы с вами прощаемся. Всем спасибо за внимание, большое спасибо, что смогли найти время и посмотреть наш семинар. Всего доброго. Спасибо большое, очень приятно получить отзывы от коллег и родителей. Спасибо вам. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. До свидания.